мой взгляд, вот чувашский язык, он очень древний язык. И вот эту древность, богатство вот самой, наверное, культуры и глубинных традиций языка, мне кажется, передают руны. Идут с глубины веков. Тогда народ назывался не чуваши, а суары. Как обычно в любом алфавите, руна, наверное, идет по порядку. Есть некая первая буква, типа как в нашей кириллице буква А. Вот поэтому какая первая руна, вот, скажем так, в буквице или в алфавите древних чувашей, суаров? Люди первый звук А понимали как возрождение жизни на земле. И этот знак наши предки понимали как солнце. Наши предки его понимали как божество. Поэтому у нас выражение есть, до сих пор сохранилось в народе, арсин мы говорим. Это фонема звук О. Руна, получается, как раз обозначает очень важный звук А. И этот звук нам показывает идентичность своего народа по отношению к другим народам. Ру – это значит род, да? Да. То есть звук а звук как бы читается ру. Третья руна или звук В, она обозначается в письменности как латинская буква В. Победа, Виктория. В слоговом письме этот знак означает «вой». Сила. Сила «вой». Получается, у нас «вэй», ввиду того, что если бы «эй» писать «вэй» не пишешь, и поэтому появляется звук «а». Каждая руна открывает интересные вещи. То есть в данном случае руна «в» ассоциируется со словом «вэй» – это сила. То есть если есть сила, значит можно обеспечить победу. Следующая руна Е. Появилась руна от тотема. У него элемент значения означает «ар-ту-синде», «ирдюзе». Ар, смотрите, получается, ар – это как бы человек, мужчина, да? Ту – это значит гора, шинде – над, ну, как бы на горе получается, правильно? И получается тогда как бы человек, который видит с высока и управляет. Руководитель получается. Ну, в итоге, как бы переводя на простой современный язык, руководитель. Или его значение «эльтеп-ар», «эльтибер», главный муж, глава. Отсюда появился руна «ень» или «эль». Она означает «сторона, край» или «эль», по-тюркски «народ». Следующая руна или буква «е», имеет значение «работа». То есть по-чувашски это «эщ», современный, да? «Эщ». А на русском, соответственно, это работа. Наши руны, наша древняя письменность, они все взаимосвязаны друг с другом, дополняют они друг друга. Если мы пойдем основу, его легко понять, расшифровать и читать. Это руна Ирик. Вот я прям пишу «ирик», да? Да, То, да, что «и» рек вот так? Да. Это свобода. Да, символизирует скипетр, знак власти. Эта буква обозначалась двояко. Это означает «иль», «пиль», «пигиль». Иль, «пигиль». ну это пигиль, это значит как? Благословение. Благословение предков. Руна Ер. Ну, получается, если дословный перевод, это след. Эта руна еще означает «ерх». Ерх – это всего-навсего образ предков. Ер, вот мы говорили, наследие, след, ех – род, то есть наследие рода. Ех – это как бы… Связь этой руны древнекитайским иероглифом многие ученые объясняют только с тем, что генетическая связь хунами и гунами. Этот руна Камал. У сувара-булгар, предков чувашей, есть несколько парных рун. В одиночном исполнении они имеют одно значение, в парном применении – другое значение. Эта руна совмещает в себе два знака. Иль – брать, взять, получать, и сав – любить, иметь симпатии. Вот, мы, Иль, рассматривали эту руну, она как палочка. То есть объединяется, получается, да? Иль плюс Сав. Получается руна Камал. Руна Лоб. Как крыша дома, да? Да, тихо, спокойно. То есть тихо и спокойный человек.
Почему эти руны связываем руновой? Когда мы эту руну поворачиваем в другую сторону, у него значение сразу другое становится. Противоположное. Да. То есть мы его развернули, это автоматически стало силой «вы». Ну и получается, с другой стороны, ввиду того, что он как крыша идет, да, если ты под крышей находишься, ты защищен. Да. Есть сила, есть соответствующее спокойствие под сенью вот этого символа руны лап. У многих народов человек изображался в подобии Божие в виде треугольника. Простой треугольник. Две линии, идущие вверх этого знака, означает матур. Этой руны. Матур. То есть как бы продолжение. То есть молодец, храбрец. Вот верхняя составляющая вот это, да? Вот так, если руну мы То есть сделали, он матур. да, матур означает молодец, храбрец. И эта руна изображается двояко. У этой руны еще второе значение. Руна еще есть мул. Руна недер рисуется в виде лежащей восьмерки и означает связь с отцовской материнской линией. Чувашское слово «незаль» близко по звучанию древнеегипетским словом «недер», что означает «боги» или «нетру». А чувашское слово «незаль» незальзе множественное числе предки, прадедушки, прабабушки. Люди эту руну закладывали смысл, связь с своими предками, с отцовской материнской линией. Ну и получается определенная связь поколений и бесконечность, да? Получается продолжение прошлого, настоящего, ну и, соответственно, уходит в будущее. И будущее. Мы рассматривали руну Иль-Пиль со значением благословения. Руну Киль воспринимали наши предки как место для благословения. То есть вот если раньше было вот так вот, да? Да. То сейчас буквой «П» Руна Пюрт означает. логически получается, как бы, да, там подпиши, надави рукой, и это как бы подпись, да? Руна Ро обозначили как ромб. Вот так, да? Что наглядно, мы помните, самую первую руну изучали, руну Ара. Вот, помните, вот так? То есть она там сохранилась, а получается, а это мы тогда... Это руна Ро. То есть ввиду того, что эта руна означала согласный знак, то он всегда применялся в середине В середине слова. То есть в начале слова его быть не могло. Самый древний символ Солнца обозначали еще как квадрат. Символизировал вечность, процветание, изобилие. В сувар-булгарской письменности руна изображали в виде как заостренный угол. Направление угла зависело от направления письма. Эта руна также в буквенном письме читается как «са», «си» и «су». Два символа вместе руна Су, да? Это уже руна «су» со значением «сума», «су», «уважим», «почтим». От этой руны произошло само слово «сувар» или «сумла-ар», «сувар». Сумла-ар, это значит сувар. Это уважаемый человек. Руна все выглядит как латинская буква «С». Слово «син» в слоговом руническом письме между согласными буквами все «ин» ставится гласной. Буква «ы». И геометрическая форма знака меняется автоматически, как становится как треугольник. Что-то это соединяется и все, да? Это руна Син. Щин. Син – человек. У этой руны еще есть такое значение сюлом. Руна То. У сувара-булгар она нередко сочеталась своеобразного сочетания образа небосвод и ось мира. Но тут же переводится как гора. Да. Чуваши понимали его
гору и как небосвод. От руны Ту формировался само понятие Тура. Чуваши, вы понимаете, Ту-ира, делай добро. Следующая руна Улуп со значением богатырь-герой. У этой руны есть и другое значение, перевернутый наоборот. Означает движение, по-чувашски ут. Чувашский звук «ю» произносится так же, как немецкий долгий «ю». У руны «юс» еще имеется другое значение. Перевернутая руна есть. Эта руна означает «ипле», навес. Хо. Ха. Мы замечаем в руне взаимодействие двух разнонаправленных сил – добра и зла. Одна сторона дает харзерлах, смелость, отважность. Вот эта сторона, допустим. Да. А другая сторона дает хравзелах, страх, трусливость. Эта руна обозначает как хузя. Хозяин. Производная от этого. Производная. Основное – это соединение и сохранение баланса смелости и трусости. Да-да. И на этой основе движение вперед. Не случайно мы в прошлых передачах пропустили руну О, так как в чувашском языке нет слов, начинающих с буквы О. И, соответственно, он бывает только в середине слов. Впереди слова он никогда не бывает. Руна Цон переводится как «настоящий истинный». Перевернутая руна означает «тивайлы». Чивейлы. Да, «тивайлы». Знак «Ш» выглядит как кириллская буква. Одинаково. Одинаково, да. Ш. Руна «Шан» восходит понятие «доверять» и придает хозяину надежду, уверенность в себе. В руне «Ира» мы видим сочетание трех знаков со значением «Ира Шугаш», «Ира Сумах», «Ира Эс». Добрая мысль, доброе слово, доброе дело. Вот руна «Ира» очень похожа, получается, отчасти, если две палки убрать, на букву «Ра». Перевернутая корнями руна вверх означает «Эдем» или «Эльтебер». Идем, человек, Эльтебер. Является символом сбора единений. Обладатель такой руны знал, если имеет такой символ, он получает энергии из космоса рода. Руна – символ вечной жизни. Руна Юрату. Такая руна способствует созданию семейной ячейки. Звук А может передаваться в следующих литрах. А и Я. То есть транскрипционно Я. Я? И А. И я. Раньше так обозначили. Ну да, я это отвечаем разговорным, типа согласие. Да. Читается справа налево рай. Рай. Да? В Кавказе сохранился Яран-Сувар. Этот весенний праздник. Мы его сейчас называем как Мангун. Яран как бы очень созвучно со словом грядка, в современном понимании языка. Да. У них, лезгинцев, яр означает месяц весны, первый месяц весны, а у нас грядкой. И руну поэтому тоже так же обозначили. Итак, Владимир, мы с вами много изучали руны. Может быть, давай попробуем, напишем слово «перле», например. Эрле в руноскриптах читается справа налево и означает «перле». Первая руна в нем «пелет» – понятие неба. Вторая руна «эс» – работа, то есть «неме». Эш неме. Да. Третья руна – «ира», «ра», «солнце». Четвертая руна – «лаих», «хороший». Пятая руна – «ирдюзя». Ирдюжи. Руководитель.
Все эти руны в руноскрипте описывают мироустройство великого Творца. Над нами вечное синее небо, над ним вечное солнце. Все эти описаны в руноскрипте Перле. Это получается вместе под одним небом, под единым солнцем и под руководством некого. Вот отсюда у нас сохранились выражения «сюльде тура хузя», «сержевра патча хузя», «кельде арзин хузя». Как мы знаем, в гармоничной семье муж и жена дополняют друг друга. Мужчина отвечает за материальный достаток, а женщина за духовное. Только что говорили про солнце, как нас объединяет небо и солнце. Давайте напишем слово «солнце». Ну давай, я сейчас на память попробую воспроизвести. Вот, значит, слева направо пишем. Да. Так. Дальше, по-моему, вот так. Потом В. Так. Потом здесь, насколько я помню, уже Е вот в такой форме мы пишем, да? И, соответственно, Л у нас вот такая буква. В буквенном письме она пишется 5 рунами, 5 буквами, а слоговыми 3. Х, В мы знаем. И Л. То есть, получается, гласные как бы сокращаются. Понятно, спасибо.